утро, мои дорогие друзья. Сегодня у меня утро начинается вот с такого вот приятного подарочка, сюрприза. Это прислала моя подписчица, моя подруга. Назвать ее просто подписчицей это уже не вариант. От Ирочки из Омска. И сейчас мы вместе посмотрим, что же она мне прислала. Я, честно сказать, кроме одной вещи не знаю, что здесь. Она сказала, что тут какие-то травы для меня. Больше не знаю, что здесь. Вместе с вами посмотрим. Мне тоже очень интересно. И вот смотрите, сколько чего мне прислала моя Ирочка. Это прекрасные чаи и травы Алтая. Сейчас я вам потихонечку их покажу. Начнем отсюда. Вот такой вот чай с кедровой шишкой, травяной, натуральный. Она у нас сама любительница таких разных чаев. Значит, это фитосбор, алтайские травы, бронхолекс. Как раз, как будто бы Ира знала, что у меня Ибрагим к этому времени заболеет. Он у меня уже второй день болеет. Это для тебя будет скоро. Я заварю фитосбор, алтайские травы, гипертоникс. Это уже для меня. Значит, вот такие вот травы. Вот такие вот нужные мне. Алфавит 13, климактерический. Это сбор в брикетах. Также чай такой же. Климактерфит. Дальше. Ну и вот такие вот разные чаи для разного применения, для разных вещей, по-моему, да. Значит, чайный напиток ягода Сибири, черная смородина способствует облегчению симптомов при ОРВИ и ОРЗ. Это тоже тебе, Ибрагим, пригодится на данный момент. Так, имбирный чай с боярышником для укрепления сердца. Ну, это, конечно, для меня. Сбор кашля нет тоже. Ибрашка, тебе как раз, как будто бы для тебя много чего. Имбирный чай с тмином для борьбы с метеоризмом. Тоже хорошая вещь, нужная. Так, сбор витамина с шиповником. Общеукрепляющий эффект. Это будет очень вкусный чай с шиповником. Имбирный чай с солодкой при кашле. Вот. Ибрашка, будешь сегодня пить чаи разные. Так, что дальше? С сгущенкой. Ну, конечно. Сгущенка, конфетки для тебя. Так, сироп, иммунитет плюс общеукрепляющий эффект. Ну, это тоже для всех пригодится. Так. Так, вот такой вот с экстрактом пиявки гель-бальзам для ног. Ну, это, конечно, для меня, потому что ноги у меня устают. Я работаю целыми днями на ногах. Это знают все мои подписчики, ну и, конечно, знает наша Ирочка. Так, крем для лица и для рук. Тут такая мазь для псориаза, от псориаза, вернее. Рукав для запекания, тоже мне нужная вещь. И, конечно, тот раз она присылала нам эту омскую сгущенку. Она очень нам всем понравилась, особенно сладкоежке, нашему админу, любимчику Иры и всех моих девочек. После того, как он тогда поел эту сгущенку, он долго не мог привыкнуть к нашей сгущенке, которая готовится. Ну, она скорее даже не наша, но другая сгущенка. Тут это просто слов нет, насколько она хорошая. Так, вот такие вот успокоительные настойки. Настойка пиона, настойка валерианы. Знает, что я на нервах, тем более сейчас. Это все, вот видите, насколько с любовью, насколько вот человек уже знает меня. Все это подобрано именно для меня, именно для нас. И вот такие вот конфетки мятные, щербет, шоколадки. Еще шоколадки. Но это у нас вот сидит сладкоежка для него. И аскорбинка. Как раз я вчера ему купила антибиотики. И говорила, что нужно какие-то витаминки купить. Ну вот будешь есть аскорбинку. Так, маски тоже пригодятся. И прислала она моим мальчикам носки, которые она сама связала. Вот так вот. Носки. Это что? Как раз Ибрашка говорит, я как раз вчера он даже ноги грел в горячей воде. Смотри, какие шикарные носки. Ну, как раз для моих мужчин. Одну пару я дам бабушке, она у нас тоже всегда мерзнут у нее ноги. А я в этом году и даже в прошлом году ничего не вязала. Вот. Огромное-огромное тебе спасибо, Ирочка. Люблю тебя безмерно, благодарна.
И вы знаете, девочки, она не только одной мне присылает такие посылки. Девочкам с наших групп, по-моему, уже или 3-я, или 4-я посылочка, которую Ира шлет, вот так вот эти алтайские травы, и сладости, и что-то еще. Так что у нас Ира просто человек широкой души, и всех нас балует вот такими вот вещами. Это вообще прелесть, носки. Огромное тебе спасибо. Это так актуально, действительно, у нас так похолодало, очень холодно. Вот, и Брашка сразу обрадовался и носкам, и сгущенке. Ну, а я, конечно, обрадовалась всем этим травам. Теперь мне будет намного легче переносить все, что со мной происходит. Вот так вот. Ирочка, огромное-огромное тебе спасибо. Ну, конечно, я тебе в личке это тоже скажу. Я безмерно благодарна. Я благодарна Всевышнему, что узнала столько много людей у себя на канале уже. Я всем, друзья, благодарна вам, всем моим подписчикам. Ну, конечно, отдельно моим девочкам благодарность такая, что они меня поддерживают любую минуту. Они со мной целый день на связи. То одна, то другая. Если вдруг у меня начинается истерика, они меня просто успокаивают. Ира особенно успокаивает тем, что ругает. У нас Ира такой полковник в нашей команде. Не дает раскисать ни мне, ни другим нашим девочкам. Такой человек тоже очень нужен. И я действительно ей благодарна за это, потому что я бы действительно раскисала бы часто. Честно сказать, я бы даже ролики не выпускала так часто, если бы не была Ира. Благодаря ей вы видите мои ролики, потому что она начинает просто так меня ругать, почему не выпускаешь, почему не снимаешь, давай вперед, ну и в этом плане. Поэтому, друзья, я благодарна Всевышнему за всех, за вас. Огромное вам спасибо. Так, ну что, друзья, жизнь продолжается, я продолжаю свои засолки, как видите. Ну, аджику я снимала, поэтому не хотела снимать, но сейчас думаю, подключусь, поговорю с вами. Просто без штатива. Вот чем я сегодня занимаюсь дальше. Распаковала посылку, мы позавтракали, подоила корову, прибралась. Вон, как видите, столько посуды помыла. Так, полы грязные, не замечайте. Вот занесла помидоры, мне еще вот с этими помидорами нужно разобраться. Пока вот сейчас залью аджику и буду с вами на связи. Жизнь продолжается, друзья. Конечно, на душе скребут кошки. Это однозначно. Ну а что делать? Будем жить сегодняшним днем. А что будет завтра, это просто неизвестность. Иногда, знаете, просто закрываю глаза, и мне кажется, что просто какая-то черная дыра. Но с этим надо справиться. Я стараюсь справляться, поэтому, друзья, вы тоже старайтесь справиться со всеми этими делами, которые, конечно, в каждом доме. Мы сейчас каждый об этом думаем, мы сейчас каждый все это переживаем, но это надо тоже перенести, наверное, как-то достойно. Не будем ожесточаться, самое главное, не будем паниковать. Вчера у меня была действительно паника. Ролики, которые я выкладываю, это уже снятые до. Я специально написала 4 дня тому назад. Сегодня, получается, 5 дней тому назад. Но решила все-таки их скинуть. Я снимала. Я работала, я для вас, можно сказать, выкладывать. Буду пока выкладывать, что смогу. Настроения, конечно, не было. Думала, это последние ролики выложу все-таки. Но сегодня собрала все свои силы. У меня была посылка от Ирочки. У меня еще посылка от Тикетекс присланная. Я ее тоже сегодня распаковала. Но пока ставить не буду. Пока вот они мне не скажут, какой день выкладывать его. А это моя работа. Я получаю за это, можно сказать, деньги, поэтому должна отработать. Если я товар приняла, мне надо сделать ему рекламу. А не снимать я уже не могу. Обязанность моя снимать. Вот так вот, друзья. Скажу честно, да, настроения, конечно, нет, ну а что делать? Надо жить, продолжать жить, чем-то заниматься, занимаясь чем-то. Так, тут баночки не буду оставить, просто так поесть крошки. Занимаясь чем-то, мы немножко как-то и, наверное, отвлекаемся от всех этих
мыслей, которые сегодня, могу сказать, в каждом нашем дворе, в каждом нашем доме. Так что вот так вот. У меня грязная газплита, не мыла. Ну, еще у меня еще есть. Сегодня буду делать салатик. Наверное, из этого свекольный салат хочу сделать. Свекольную такую икорку. Тоже сделаю, докончу. С помидорами справлюсь. Небольшой бардак везде. Чаи занесла себе попить. Успокоительные какие-то буду пить. Уже пью успокоительные. Честно признаюсь, с вами уже на валерьянке 3-й день. Ну, как-то справляемся. Как-то справляемся. Сегодня погода хорошая. Вчера, правда, было очень холодно, сыро, дождливо. А сегодня прям вот хорошо-хорошо. Работы у меня уйма, конечно. Но с таким настроением этой работы намного. Ремонт мой закончили уже. Там надо подбеливать, ну, подкрашивать эмульсии. И здесь мне нужно на кухне уже стены грязные. Нет, да, пока заказы делаешь, все-таки и брызгается, и все такое. Тут тоже нужно мне уже подкрасить эмульсии. Сюда вот собираюсь как-то поехать. Мне писали, что что-то нужно на стене. Да, или часы, или картину какую-нибудь хочу небольшую купить. Посмотрим. Я как будто бы не выездная, вообще не выхожу из дома. Тем более сейчас никакого настроения нет выезжать. Но, как я сказала, совсем в уныние мы не имеем права впадать. Это не должно быть. Будем жить, сколько нам отведено, как нам отведено, уповая на Всевышнего, молясь, все, что нам осталось. Только молиться. И лично я сейчас нашла себе утешение. Ну и раньше, конечно, но сейчас еще больше. Практически целый день в телефоне у меня стоит Коран. Я его слушаю и, клянусь вам, просто успокаиваюсь. Действительно успокаиваюсь, мысли как-то укладываются по своим местам. Конечно, этот дрожь, этот мандраж, это переживание, оно все равно есть, но намного легче. Так что вот как-то так, друзья. Дальше подключусь, когда тут вот приберу, все это уберу. Это мы чаевничали сегодня. Все как было, так и снимаю, друзья. Беспорядок. Все. Друзья, решила все-таки с вами выйти снова на связь. Не хотела снимать этот рецепт, потому что он у меня есть. Это, ну, у меня записано как свекольная икра. Можно назвать его свекольным салатиком. Можно назвать, наверное, даже борщевой заправкой. У меня есть на канале, поэтому как-то не хотела снимать. А потом думаю, да, немножечко с вами побуду с вами, поснимаю. Не все же смотрели. Но, к сожалению, я уже прокрутила эти помидоры. Вы же видели, что мне надо было их помыть, все сделать. Это все сделано, прокручено, перекручено. Они уже отварились у меня. Ну, в смысле, покипели минут 40-50. Томатный сок покипел. Потом я уже пожарила лук, пожарила болгарский перец. И уже вместе они у меня сейчас стоят на плите. И теперь я буду пропускать через... Хочу попробовать через блендер. Я еще им один раз, по-моему, мы пропускали с Мадиной, чтобы не натирать на терке, потому что тут вот у меня 5 килограмм свеклы и 3 килограмма моркови. Попробуем в блендере, который мне подарила София, моя подписчица, перекрутить. Ну, натереть, вернее, натереть на этой терочке, на этом комбайне. Посмотрим, как он себя будет вести. Так. Вот так вот. Рецепт я оставлю в описании, кому если интересно. Понемножку я вот делаю именно понемножку всего. Немножко сделала лечо. Единственное, что я очень много сделала аджики. Даже не очень много. По-моему, надо будет еще сделать аджику. Посмотрим. Ну, мне Танзила еще обещала помидоры. Танзила все еще торгует. Вернее, не одна Танзила, а можно считать вся их семья. И свекровь там. И Расул иногда приезжает. И муж там бывает. Ну, немножко зарабатывают они, алхамдулилlah, потихонечку. Хоть какая-то копейка есть. Вот. Пока идет сезон, пока еще тепло сегодня. Пока сезон. Вот
Это небольшая сезонная работа. Раньше мы занимались, друзья, этой работой. Вы знаете, мне очень нравилось. И, ну, я хоть сама и не торговала, потому что у меня не получается торговля. Вот у Танзилы, да, у Танзилы и у мамы это просто вот они вот именно вот, не знаю, родились, наверное, торгашами у нас, да, работниками торговли, можно сказать. У них вот хорошо, у меня плохо идет торговля. Я могу привезти, купить, подвести, вырастить, там, ухаживать, но вот только не продавать. Торговля это не мое. Вот. У нас как-то там даже мама стояла, торговала, помогала нам. Ну, конечно, не одна, а с моим старшим сыном тоже участвовала. Мама вообще была, друзья, такой вот, знаете, человек энергичный. Это вот она последние 3-4 года только так сдала. А так вот до последнего я огород у себя сажала на последние 3-4 года тому назад. Вот перед тем, как сюда приехать, ну, годика 4 или 5, по-моему, была с сыном. Она долго жила со мной, потом уехала к сыну. Ну, потом, когда она уже заболела, я ее просто привезла, чтобы, ну, мне было бы удобнее за ней ухаживать, потому что туда ездить к ней мне не получалось. Вот. Заболела она ковидом. С сестрой за ней ухаживали, сестра сюда ко мне приезжала. А сейчас бедная моя сестра сама больная, да, меня многие спрашивали, что с сестрой. Девочки, ничего нового, вот все так же накапливается эта вода, они ее выкачивают неделю иногда 1 раз, неделю 2 раза. Был период, что в месяц ей не надо было выкачивать воду. Точно то же самое, и ноги отекают, и давление, и сахар. Хотя вот она наблюдается у врача, ходит почти каждый день к врачу. Ну, вот такие вот такие вот дела, друзья, у меня, у моей сестры, вы меня спрашивали. Правда, я уже недельки 2 у нее не было, никак не получается с этими заказами. Ну, мы на телефоне, на дозвоне, можно сказать, с племянником общаюсь, и с ней. Надо будет на днях поехать. Вот управлюсь с этими засолками, с этими салатами, со всеми этими вещами. И тогда поеду. Хотя не надо было ничего ждать, а надо было в первую очередь поехать к сестре. Надо было. Но мы делаем это поздно. Так, ну все, сейчас посмотрим, что получится, друзья. Так. Почему-то она режет вот такой вот соломкой, а не терочкой. Да? Немножко как-то, если короткие не делать, то она слишком длинная соломка. Значит, нужно вот так вот коротко делать, наверное. Сейчас я покажу. Я первая сделала. Получилась вот такая вот длинная соломка. Как будто бы поболее по-корейски, как будто бы, видите? Сейчас посмотрим. Я поменьше нарезала морковь. Это все равно отправлю в кастрюлю. Можно было, в принципе, наверное, и на мясорубке. У меня перемолоть, раз она икра. Не знаю, как-то, знаете, рецепт давно у меня, давно я его делаю, еще с тех времен, когда я торговала именно вот с оленями и засолками. Очень нравился этот салат. Он записан как
как икра. Но если икра, то, скорее всего, же это должно было быть перекручено на мясорубке. Ну, а по рецепту написано на терке. И как-то я все время делала на терке. Сейчас посмотрим. Наверное, можно и на мясорубке. Ну, сейчас покороче. Вот. Сделаем так, не буду сейчас пачкать мясорубку. Пускай будет как будет. Это не на продажу, а дома поедим как-нибудь салатик. Так. Ну, наверное, придется все-таки сделать поменьше морковочку. Так, ну я потихонечку поняла, как и что. Чем вот мельче я нарезала морковку, тем меньше получилось у меня на терке морковь. Вот как раз какая она мне нужна, видите? Вот. Если морковку длинную, то она получается почти как будто бы морковка по-корейски. Так что вещь классная. Так, размазала все руками, неаккуратная. Это все перчатками прилипает. Все, видите, вот так вот кубиками нарезала. Поняла процесс, как это все делается. Вот так вот. И петушок вас приветствует. Раз, и все. Представляете, какая хорошая штука. Это очень облегчает труд. Я же говорю, у меня примерно такая же была, когда я делала на продажу. А я их делала года 3-4 подряд. Ну, уже давно, конечно. Представляете, чем только я не занималась. Вот, никогда не сидела. Всегда находила себе занятия. Не хочу прям сказать, что я прям такая классная, да, хозяйка, но всегда как-то зарабатывала, что-то делала. Было жалко пропадать овощи, которые, ну, не кондиционные, немножко отобранные. Морковка чуть-чуть подвяла, лучок, болгарочка подвяла, помидорки там немножечко не те. И это все пропускалось. Конечно, все убиралось, мылось, все делалось. И делали заготовки. Прям случайно получилось, что мы начали ими торговать, потому что в один год сделали слишком много засолок. И как-то мама решила вынести их и продать. Посмотреть, продастся или нет, потому что оставалось много. И вы знаете, очень даже хорошо продавались. Были заказы, мы делали и на заказ. Были времена, что у меня даже, можно сказать, 2 работника было. Помогали мне делать. Но работник одна была моя сестра, но все равно я ей платила. Она мне долго приходила, ну, без ничего, просто помогала. Потом я говорю, зачем, почему я буду тебя просто так эксплуатировать? Давай лучше за денежку. Тем более я еще одного человека наняла. Поэтому я ей платила. Она и без денег много работала. Она мне всегда помогала, она любила. Но она сама не сажала огород, потому что работала все время. А вот какие-то выходные дни, когда могла, ей очень нравилось и за огородом ухаживать, и все. Она приходила и прополку мне делала. Здорово мне помогала она раньше. Так, я сразу же в кастрюлю отправляю, где у меня томатный сок, морковка и свекло, ой, и болгарский перчик. Теперь надо будет свеклу.
Ну все, друзья. И как видите, я думала, много будет оставаться остатка. Я, как вы видели, все перекрутила. Вот это вот только осталось. Все. И вот смотрите, как если мелко нарезать овощи, то вот такая вот мелкая соломка получается. Как раз как будто бы через терочку обычную нашу. То, что нужно. Если оставлять длиннее, то уже получается подлиннее. Вот. Поняла, как все это идет. Просто я забыла, я же говорю, давным-давно пользовалась этим, когда я вот готовила на заказы, пользовалась таким вот кухонным комбайном, можно сказать. Вот, друзья, соединила я все вместе. Свекла, морковь, сок помидорный, томатный сок, лук и болгарский перец. Как я сказала, болгарский перец, лук пережаренные. Я не снимала, как я это делаю. Томатный сок варила минут 40-50 до того, как все сюда закинуть. И все, вот сейчас все сюда закидали. Соль. Острый горький перец по вкусу, друзья. Соль, сахар, острый перец по вкусу. Теперь вот так вот, часто помешивая, чтобы не подгорело, мы, минут 15-20 потушим. Я крышкой накрою, чтобы быстрее закипело. А потом надо еще и стерилизовать, друзья. Так, ну вот, мои дорогие, варится у нас, как видите, уже закипело все это. Ну и вот после закипания минут 15-20 потушим немножко все вместе, чтобы... Вот. Добавлю зелень, добавила острый перчик сюда. Вот, петрушка с укропчиком. Ароматы идут. Так. Как я сказала, хочу сейчас пирог. Быстро замесить тесто для пирога. Пока это все тушится, замешу тесто и тем временем подготовлю банки. И поставлю для стерилизации тоже на улице кастрюлю, чтобы сразу простерилизовать их. И вот видите, очень много даже получается с этого. Ну, мне хватит этого одного замеса. Раньше, конечно, как я говорила, я их столько замесов делала. И на продажу, и для себя. Но, как всегда я говорю, мои уже не любят эти все вещи. Я все равно сделаю про запас. Пусть будет. Кто его знает. А вдруг что-то, да, не получится. Вдруг денег не будет что-то купить, да? Кто его знает. Перестрахуемся. А так, открыл баночку. Намазал на хлеб утром, да? Вот тебе и завтрак. Или на ужин. Можно с картошечкой. Можно в борщ заправку то же самое кинуть. Правда, я небольшой любитель вот кидать такие вот вещи в борщ. Но тем не менее. Когда ты спешишь, можно. Так что не помешает. То, что есть, не помешает. Тем более, это все мне Танзила все прислала бесплатно. Все ингредиенты. Да, грех даже не сделать. Вот так. Может быть, кому-то баночку дать, да, кому-то угостить, кому-то садака дать. И это же милое дело. Пусть будет, чем не будет. Подумаешь, немножко потрудились. Все. Теперь это пусть тушится немножечко. Ну, я так прикрою крышечку. Вот так, пускай тушится. Тем временем подготовлю все для теста. Ну вот, мои дорогие, хочу все-таки завести тесто для пирогов. У меня 2 столовые ложки дрожжей, ну и столовая ложка муки. Хочу все-таки опару сделать, проверить дрожжи. Ну и столовую ложечку сахара добавим из того, что должно быть. И немножко молока теплого. Все перемешаем. Дрожжи так вкусно запахли. Накроем тарелочкой и пусть стоит. Все. Масло перетопить поставила. Все, масло тоже растопилось. Ждем, пока будет шапочка. Ну что, поехали. Баночки я помыла, но не все. Вижу, что шапочка подошла. Дрожжи хорошо работают.
Быстро замесим тесто, а пока оно подходит, все равно же час нужен. Мы замесим, мы сделаем все, что нам нужно. Так. О, какие дрожжи хорошие. Это мне Валя присылала с Германии. Я вспомнила, что они у меня есть. Так, ну я сейчас муку взвесила, записала сколько. Потом посмотрю, потому что я не знаю, сколько. Вот замесим тесто и потом посмотрим, сколько будет тесто занимать. Сколько заберет муку, вернее. Так. Просто я, как обычно, как лепешки делаю, сделаю. Я так делаю обычно. Ну, посмотрим, сколько она заберет теста. Муки я напишу в описании обязательно. Так, значит, теплое молочко. Не стала это переливать, что-то делать. Времени, как знаете, как всегда, времени мало. Так, нальем нашу опару. Лопаточки задействованы. Не захотела шкафчик открывать. Так, теперь масло. Сливочное перетопленное. Также сахар. И 5 яиц. Так, щепотку соли надо, но чуть-чуть попозже добавлю, наверное. Чтобы не забыть оставлю. И замесим тесто наше. Забыла смазать маслом чашку нашу. Так, по-моему, меня в комментариях спрашивали, откуда у меня, где купить, по-моему, вот эти чаши. Я не знаю точно про эти или нет. Это чаши тапоровые, друзья. Но я купила, конечно, у нас тут такая мода пошла в Ингушетии, в Чечне, по-моему, на Кавказе, не знаю, у вас так есть или нет. Посуда, все в котел, ну, как черная касса играют. Вот, например, в пятером, в шестером становится какую-нибудь вещь, например, на 5-6 тысяч, да, вещь делят там. Если хотят по 1000 рублей платить, то на 5 частей. И вот так покупают. Я покупала так, короче, у нас была группа в WhatsApp, она и сейчас есть. Эта девочка занимается именно посудой тапоровой. Купила ножи у нее, много чего купила. Вы видели, что я у нее купила. Ну, вот так вот, типа рассрочки, девочки. Вот оттуда. А так, вообще-то, по-моему, есть вот интернет-магазины, которые продают именно вот продукцию тапоровой. Кому нужно, не знаю. Отзывов о них много, разных много. И хороших, и плохих. Кому как. Ну, на все вещи бывают отзывы, и хорошие, и плохие. Просто, конечно, эта продукция дорогая, это однозначно. Ну, вот у меня такая заморочка была, да. Захотелось мне сделать самой себе приятное. Пусть будут. Они мне понравились, особенно чаши понравились. Да, в принципе, все, что я купила, мне тоже нравится. Конечно, цена кусается, да, дороговато. Так, ну все, замесила тесто. Так, налила растительного масла, смажу нашу чашу и переложим сюда тесто. Вот такой вот консистенция, смотрите. Перемнем, чтобы растительное масло было со всех сторон теста. И все. В комнате тепло, потому что и на улице тепло. Так, в комнате тепло, потому что сейчас закрою крышкой, потому что варится все тут. И поэтому тепло. Так, все. Сейчас закроем крышкой. И все. Пусть теперь стоит. Все. Теперь уже пора заняться мне дальше своим салатиком. Так, друзья, а я не посолила, да? Да. Забыла посолить. Ну, сейчас немножко щепотку соли кинуть.
и размешать, как вы думаете? Размешается? Или можно без соли? Давайте сегодня без соли оставим, да? Ну, может, нужно было щепоточку. Ну, вот немножечко добавлю и перемешаю. Все. Пусть будет. Она все равно перемешается, пока тесто будет подходить. Чтобы вкус уравнялся все-таки. А можно было и без сахара, и без соли. Только что сказала, без сахара. Все равно оно подойдет, я его буду опускать снова второй раз, чтобы оно поднялось. Было пышненькое. Прицепилось. Все. Так, ну вот так вот стерилизую банки, можно сказать. Просто заливаю кипятком. Крышки тоже залиты кипятком. И буквально 3-4 минуты постоят. И все. Тем временем у нас уже закипает вода для стерилизации. И, правда, салат у меня уже полчаса, конечно, варится. Ну ничего, это не помешает. Так, ну все. Все. Сделали небольшую стерилизацию. Теперь будем наливать наш салатик, друзья. Получился вкусно, я попробовала. Остудила немножко, чтобы вкус все-таки более в холодном виде больше проявляется, чем горячим. Ну и вот так вот. В основном, я не знаю, сколько там банок. Большой кастрюли у меня на улице стерилизуется. А вот эти оставшиеся буду стерилизовать здесь. Вот. 15-20 минут буквально. И закатаем. Так, теперь я просто достала именно пока на один пирог. Тесто хорошо подошло. Сейчас быстренько этот один пирог я положу. А потом уже спокойно сделаю остальные. Значит, на основании у меня 500 грамм теста. А наверх 250. Джем у меня, помните, я делала абрикос с апельсином. Прям такая прелесть. Так. Пока будет подниматься пирог, уже закатаю свои банки. И все будет вместе. Ну все, теперь дадим пирогу подняться и в духовку. А тем временем я закатаю свои баночки. А пока пирог поднимается, я перемыла всю посуду, друзья. Вот так вот. Помыла посуду, помыла все свои чаши, блендер помыла. Блендер это просто, я не знаю, это просто песня, наверное. Еще раз хочу поблагодарить свою подписчицу, свою подругу, свою сестричку Софию, которая мне его подарила. Огромное-огромное ей спасибо. Вообще всем моим девочкам спасибо, действительно. Они буквально знают, что мне нужно. Она мне сегодня настолько облегчила труд. Мне не надо было тереть на терке. Мне, наверное, больше часа пришлось бы. 8 килограмм пока перетру, 5 килограмм свеклы и 3 килограмма моркови. А тут раз-раз. И буквально, действительно, девочки,
Минут за 5 я все это сделала. София, огромное тебе спасибо. Не успела я поставить банки, как уже моська тут, как тут. Кс-кс-кс. Масяка, Масяка, ты что это с горячими банками рядом сел, да? Сейчас укутаю и все, друзья, салатик мой готов. Ну вот пирог наш вроде бы подошел. Смажем его яйцом и в духовочку. Вот такая сладость будет сегодня. Пеку редко, как вы видите. Очень редко пеку. Сладкое, но надо. То мой сладкоежка уже говорит: мам, можно печенье куплю, можно это куплю. А я не люблю вот эти вот покупные печенья, покупные вафли. Так что будем печь дома потихонечку. Так, сейчас хочу кунжутом еще посыпать. Духовку я уже включила, разогрела. Где-то на 180 градусов, наверное. Немножко кунжутом так присыплю. Где-то был и черный кунжут, но черный кунжут мои не любят. Начинку также можно и орехи, наверное, не наверное, а можно положить. И сгущенку сделать. Хоть что можно. Все, и в духовочку. Ну вот и пирог мой уже готов. Так. Вот такая вот красота получилась. Смотрите, какой он красивенький. Вот еще один я положила. Ну, его я буду уже печь без вас, потому что ролик у меня зайдет очень поздно. Так, я не добавляю ванилин, друзья, но кто любит, добавьте ваниличку. Я не люблю. Многие мои подписчики знают, что я ванилин вообще не признаю. Так, спичечка упала. Вот такой вот красивенький пирог у меня получился. Сейчас чуть-чуть остынет, и я его достану. Всех благ вам, друзья. Мира, мира и еще раз мира. И, пожалуйста, я очень вас прошу, не унывайте. Надейтесь на Всевышнего, просите Всевышнего, молитесь, делайте дуа. Вот это все, что у нас в руках. Будьте все здоровы. Еще раз желаю нам только мира. Всех благ вам, мира и благоденствия. Ну вот как-то так сегодня у нас.